Вот так ярко и энергично стартует добровольческий слет. Он проходит в рамках проекта «Эко-поколение» и объединил самых активных ребят из школ и средних профессиональных организаций республики. В РСТЦ Мужичи собрались те, кто на протяжении прошлого и текущего годов показал лучшие результаты в сфере добровольчества. Одна из таких – Лейла Чербижева. Она присоединилась к движению первых 3 года назад и с тех пор активно участвует в подобных мероприятиях. Волонтерство – это такая деятельность, в которой я достаточно глубоко смыслю. И почему бы не поучаствовать, приобрести новых друзей и просто провести классное время. В этом году организаторы подготовили программу по 3 основным трекам: развитие добровольчества в разных направлениях, таких как экология, спорт, медицина и патриотизм, командообразование и эффективная работа в группе, а также руководство и организация волонтерских отрядов. Добровольство – это неотъемлемая часть именно нашего народа, потому что наш народ всегда славился тем, что мы всегда можем откликнуться на просьбу о помощи и вообще, в принципе, помочь нуждающимся людям. И сегодня наши ребята из школ, из СПО на самом деле показывают, насколько ярко выражена эта часть нашего менталитета. Подобные мероприятия становятся площадкой для обмена опытом и объединяют молодых людей, которые готовы вносить экологический вклад в развитие региона. Природа нам дает на сегодня все, чем мы пользуемся. Природа – это самое важное, что у нас есть. И если мы не убережем, то что нам оставлять нашим детям? Волонтеры останутся в спортивно-тренировочном центре до среды, чтобы за несколько дней получить максимум знаний и опыта. Мероприятия, направленные на волонтерство, очень полезны для ребят, потому что добро, оно должно быть в мире, оно должно процветать, особенно у нас в Ингушетии. Проект реализуется региональным отделением движения первых при поддержке Комитета по делам молодежи и первой Назрановской школы-интернат. Слет завершится 27 августа. Мария Амбата, Султан Булгучев, Магаз 24.